из книги Абдурахмана Авторханова «Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа. Мюнхен. Свободный Кавказ. 1952 год». Глава 3. Горская Советская Республика. Еще во время хода этого восстания 20 января 1921 года во Владикавказе был созван Горский учредительный съезд. На этот учредительный съезд был командирован Москвой тогда еще Народный комиссар по делам национальности Иосиф Сталин. На съезде Сталин делал доклад о принципах национальной политики советской власти и объявил одновременно амнистию всем участникам восстания Саидбека на условиях прекращения восстания. Признание ими советской власти. Сталин заявил, что Центральное советское правительство признает полный внутренний суверенитет и независимость горцев, за которые они боролись веками. Сталин рекомендовал от имени своего правительства учредить единую Горскую Советскую Республику широкой автономии для осуществления вековой мечты горских народов о создании собственного независимого государства. Учредительный съезд основным условием признания советской власти выставил следующее. Первое. Если основным законом Горской Республики будут признаны шариат и адат без вмешательства центрального правительства в горские дела. Второе. Если ранее отобранные царизмом у горцев горские земли будут им возвращены обратно. Сталин оба эти условия принял. Тогда делегаты формально признали советскую власть. Смотреть стенографический отчет Первого съезда Горской Советской Республики, Владикавказ, 1921 год. В результате этого договора между горскими представителями и советами была провозглашена Горская Советская Республика в составе областей Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабарда, Балкария и Карачай. Дагестан был объявлен отдельной независимой Советской Республикой. Таким образом была создана совершенно неестественная Советская Республика горцев с советской эмблемой на знамени и шариатской конституцией в жизни. Во всех правительственных учреждениях, школах и других публичных местах по приказу самих же большевиков вместо Ленина и членов Политбюро красовались портреты Шамиля и его наибов. Ряд казачьих станиц по прямому приказу Сталина и Орджоникидзе были переселены внутрь России, и чеченцам и ингушам были возвращены их исконные земли, не считая уже тех, которые были захвачены самим народом в явочном порядке. Горская Советская Республика оказалась кратковременной. Большевики решили, что легче будет управлять горцами по племенам, чем целым народом. Уже в 1924 году она фактически перестает существовать, и декретом Центрального советского правительства создаются автономные области. Карачай-Черкесская, 12 января 1922 года, Кабардино-Балкарская, 16 января 1922 года, Адыгейская, 27 января 1922 года, Чеченская, 20 ноября 1922 года, Ингушская, 7 июля 1924 года, Северо-Осетинская, 7 июля 1924 года. Во главе горцев стояла тогда та часть горской радикальной интеллигенции, которая в первые же дни русской революции поддерживала большевиков из-за большевистского основного лозунга «Право народов на самоопределение вплоть до государственного отделения». Во время гражданской войны она, разумеется, предпочла интернационалиста Ленина великодержавному Деникину. Но требования к национальному вопросу у горской радикальной коммунистической интеллигенции были весьма скромные. Они хотели полную внутреннюю автономию для Северного Кавказа в виде Горской Советской Республики в составе РСФСР. Будущие члены Политбюро Серго Орджоникидзе и Киров находились тогда среди горцев и поддерживали требования горских коммунистов. Когда кончилась гражданская война, это желание было выполнено. Естественно, что во главе горцев оказалась тогда именно эта радикальная горская коммунистическая интеллигенция. В Дагестане Самурский, Коркмасов, Далгат, Мамедбеков, Тахо-Годи, в Чечне Эльдерханов, Курбанов, Такаев, Ошаев, Арсанукаев, в Ингушетии Мальсагов, Зязиков, Альбагачиев, Гойгов, в Северной Осетии Такоев, Мамсуров, Бутаев, Романов, в Кабардино-Балкарии Энеев, Катханов, Калмыков, Карачае, Курджиев, Черкесии, Хакурати. Период владычества этих падишахов является периодом максимального политического мира, межнациональной гармонии, популярности среди горцев самой советской власти. К тому же время НЭПа 1921-1928 года
не давало повода для каких-либо серьезных национально-политических выступлений в стране, если не говорить об отдельных актах провокаций со стороны вечно ищущего ГПУ. Советская власть карала пока что только бывших или настоящих своих врагов. Над народом в целом еще экспериментов не делали. В национальных областях сами падишахи и их избиратели имели голос, с которым считались и в Москве. Ко всему этому большевики вели на Кавказе особо эластичную и осторожную политику. Все делалось для того, чтобы укрепить северокавказцев в убеждении, что они всерьез получили ту заветную самостоятельность, за которую боролись веками. Это и обязывало к эластичности и гибкости в тактике. Сейчас же, после подавления вооруженного восстания Саидбека Шамиля в Чечено-Ингушетии, Ленин обратился со специальным письмом к коммунистам Горской Республики, в котором он призывал северокавказских коммунистов не копировать нашу тактику, а применительно к кавказским условиям видоизменять ее. Когда началось развернутое наступление социализма по всему фронту, Сталин забыл даже об этих словах Ленина. Но когда началась пресловутая ежовщина по всему СССР, он не забыл поголовно уничтожить всю старую Кавказскую гвардию. Все вышеназванные горские падишахи были арестованы как буржуазные националисты. Одних расстреляли, других сослали. Прославленная ленинская национальная политика в руках сталинцев начала вырисовываться как самая оголтелая политика колониально-империалистических грабежей и неограниченного гнета. Чтобы такая политика имела успех, надо было убрать все, что могло служить ее тормозом. Начался процесс постепенного, но методического перехода автономного суверенитета из рук кавказцев в руки московских чекистов. Первым официальным актом этого процесса и была ликвидация Горской Советской Республики.